Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 10 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карту для отношений достанем. Карту для работы. Для финансов. И итог дня. День очень интересный, день, когда мы будем очень большое внимание уделять чувствам, тому, что мы ощущаем при взаимоотношениях с другими людьми, когда мы работаем. В общем, у нас будет день такой очень эмоциональный, когда хочется излить душу, да, рассказать о чем-то важном, то, что нас давно уже беспокоит и мучает, может быть, да, или, может быть, поделиться какой-то идеей творческой. В общем, нам захочется сегодня быть как бы на одной волне, хотя бы с кем-нибудь, да, хотя бы с каким-то человеком, который бы нас смог понять. Вот это очень важно для нас сегодня. Король чаш – это карта, которая говорит о том, что будет такой день, когда мы можем быть как-то в иллюзиях каких-то, да, когда мы можем сами себя обманывать, когда мы можем надеяться на то, что никогда не произойдет, например, да. Также карта говорит еще о том, что мы можем как-то свои эмоции, чувства заедать, запивать какими-то, может быть, негативными даже способами, какими-то негативными способами пытаться решить вопрос, да, который вот мучает, который давно назрел. Также это карта подготовки к чему-то новому, когда мы еще пока что действовать не можем, но мы готовимся к тому, что когда-то что-то произойдет в нашей жизни, что-то очень важное для нас. В принципе, карта хорошая, мы здесь как-то более-менее себя можем контролировать, свои чувства, но здесь результата особого может и не быть. Если, конечно, это касается творчества, да, то может быть результат, но если это касается работы, если это касается финансов, то, скорее всего, здесь мы просто настроены на то, чтобы получать удовольствие, удовлетворение от этого, да, но как-то мало заботимся о материальном, о том, как это все превратится в деньги, да, в общем, здесь мы немножечко как бы витаем в облаках, скажем так. Также по этой карте может быть работа дома, да, когда мы либо удаленно работаем, либо в одиночестве работаем, либо когда мы в своем бизнесе, в своем деле один, то есть у нас нет помощников, и мы за все сами отвечаем. Также карта связана с прошлым. Может быть, люди из прошлого появляются, которые нас когда-то вот беспокоили, да, или, может быть, какие-то важные события о прошлом, из прошлого напоминают о себе. Также карта говорит о том, что может какая-то тайна сегодня открыться, очень важная для нас. Какой-то потерянный предмет может найтись, или решится какой-то вопрос, связанный с нашими прошлыми желаниями. Допустим, мы уже даже можем забыть о том, о чем мечтали, а вот сегодня оно может проявиться. Могут события какие-то приходить от людей издалека, либо просто что-то далеко от нас происходит, то, что нас касается. Могут решаться какие-то вопросы за границей. Может быть, какие-то зависимости, да, сегодня очень сильно могут проявиться. Вот если у кого-то из нас есть, независимо от темы, да, это могут быть и отношения, это может быть и трудоголизм, и все что угодно. И с едой, с питьем тоже может быть связано. Также хорошее время для того, чтобы анализировать ситуацию, для того, чтобы разбирать вот свою жизнь с психологической точки зрения, да, работать со своим подсознанием. Могут быть очень хорошие здесь результаты. Если, допустим, вы употребляете лекарства какие-то, да, то нужно быть очень осторожным, чтобы не было передозировки или отравления или еще что-то в этом роде, что-то слишком, да, нельзя злоупотреблять ничем.
Не нужно пить лекарства без назначения врача, то есть самолечением не нужно заниматься. А также эта карта очень часто связана с религией. Может быть, кому-то захочется подумать о высоком, да, или, может быть, кто-то захочет сходить в храм, да, вот по своей вере, может быть, какое-то такое настроение придет, может быть, легче станет от того, что вы сможете поделиться со Вселенной своими сложностями, какими-то проблемами и так далее, да, вот призовете ее на помощь. Но также карта говорит о том, что, может быть, какие-то способности у нас, которые вот долгое время в нас дремали, да, они могут сегодня открываться. Способности, таланты, очень хороший день для того, чтобы интуитивно что-то понять и почувствовать, для того, чтобы смотреть в будущее, но вот именно интуитивно его понимать. Обращаться к психологам, астрологам, тарологам тоже это очень хороший день. Что будет помогать? 7 мечей. Так как это у нас карта в положительном смысле, то здесь будет помогать как раз концентрация на себе, на своей интуиции, на развитии своих каких-то способностей. В общем, когда мы не похожи ни на кого, вот развивать именно то в себе, что нас отличает от других людей. Кроме того, будет помогать нам, знаете, как-то обхождение острых углов, что в отношениях, что в работе, да, чтобы мы не ссорились, чтобы мы находили общий язык, чтобы мы, знаете, вот здесь еще карта говорит о том, чтобы мы слепо не доверяли тем людям, с которыми общаемся. Вот смотрите, здесь чаши, тут мечи, да, то есть очень разумно нужно подходить к тому, что мы говорим и что мы слышим, да, то есть не всему нужно верить и не все о себе рассказывать. И как отрицательная карта, то есть что будет мешать, выпадает 5 пентаклей. Мешать будет залипание на каких-то проблемах, на том, что уже произошло. Вот если проблемы какие-то даются нам, они как раз для того нужны, чтобы мы открывали в себе что-то новое, для того, чтобы мы обращались к высшим силам, повышали свои вибрации. И вот если мы это не делаем, да, вот тогда действительно, может быть, проблема не решается, и мы просто вот там горюем, печалимся, но все остается как было. Если же мы поднимаемся в своем развитии, хоть что-то делаем для себя, пытаемся как-то ситуацию понять, проанализировать, то тогда у нас все может как-то стронуться, да, из кризиса мы можем выйти, любого кризиса, эмоционального, денежного и так далее. В отношениях выпадает 3 мечей, карта сложного взаимопонимания, когда нам как бы думается одно, а чувствуется другое, да, то есть когда наши чувства спорят с разумом, вот в этом сложность. Посмотрим, что ждет тех, у кого пока еще нет партнера. Дама трефовая. Вот карта говорит о том, что для вас особенно важна вот эта карта дня. То есть какой-то человек, может быть, вас просто обманывает. Может быть, он пытается вас как-то вовлечь эмоционально, разжалобить. И может воспользоваться как-то вот тем, что ему от вас нужно. Да? То есть, смотрите, вот вам как раз нужно обязательно разумно относиться ко всему и не позволять информации, да, задевать ваши чувства. То есть нужно быть очень осторожными с теми людьми, с которыми вы сегодня общаетесь, особенно которые жалуются, особенно которые что-то вам такое душевное рассказывают. Скорее всего, это неправда, и они пытаются что-то такое вам сказать, чтобы вовлечь вас в какие-то нужные им процессы, отношения, темы и так далее. Для тех, у кого есть пара, туз трефовый, он говорит о том, что у вас может возникнуть заново какая-то ситуация из прошлого, когда вы друг друга не понимали, когда у вас было чувство ревности, когда у вас были какие-то проблемы с договоренностями вашими личными. Ну, допустим, у вас было обещание своему партнеру какое-то, да, которое вы в определенный момент не выполнили, и ваш партнер вам предъявляет претензии. Вот это может вернуться именно вот в этот день, да. Возможно, нерешенные вопросы были, скорее всего, они были просто отложены, да, и вот сегодня они возникают вновь.
А карта говорит о том, что нужно обязательно решить до конца довести эту ситуацию, договориться, найти новые какие-то возможности для понимания, взять на себя какие-то новые обязательства, да, договориться о них с партнером. Ну, естественно, чтобы не только у вас были обязательства, но и у партнера, чтобы вас обоих все устраивало. И также выходом из этой ситуации может быть какой-то подарок, какая-то приятная неожиданность, может быть, да, которую вы приготовите своему партнеру, и это может помочь вам в решении вопросов ваших. Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что вы не готовы еще понять ни себя, ни своего партнера. Может быть, действуете как-то слишком наивно, слишком доверяете. Может быть, стоит поучиться, как строить отношения. То есть не только на одни чувства нужно полагаться, да, но и на то, как вообще уметь договариваться с другими людьми, да, как коммуницировать, как дипломатично себя вести и так далее, и так далее. Причем нужно, чтобы не только как бы вы выполняли условия своего партнера, но и чтобы партнер тоже как-то какой-то порядок тут знал, который в ваших отношениях должен быть. То есть отношения – это не только чувства, да, но и обязанности, обязательства. Вот именно об этом сегодня день. А теперь работа. В работе открывается какое-то новое направление. Есть шанс начать получить новую работу, начать новое дело, начать новый проект. То есть, но это только шанс, конечно же, да, от нас зависит, воспользуемся мы этим или нет. То есть это просто как идея, которую еще нужно воплотить, за которую еще нужно незамедлительно взяться. То есть ни в коем случае нельзя эту энергию гасить, потому что иначе вот тот заряд, который дается, да, от судьбы, он просто будет растрачен, уйдет. То есть это очень быстротечная карта, особенно туз жезлов. То есть нужно прям сразу не медлить ни секунды, да, пришла идея, сразу начать что-то делать, как-то воплощать. Для тех, кто в поиске работы, замечательная карта, как раз вот можно исполнить свое желание, найти работу именно по призванию. И, в принципе, она будет и по деньгам устраивать. Для тех, у кого есть работа, восьмерка бубновая, вот для вас как раз открывается какая-то новая дверь. Это может быть новая работа, это могут быть новые возможности, это может быть применение каким-то вашим талантам, вдруг потребуется вот кому-то ваш талант, способность. Также вы можете решить очень какую-то сложную ситуацию, которая вот просто застоялась, застряла, да. Вот это очень, в принципе, хороший день для того, чтобы вообще на новый уровень выходить в работе. Успех, если, допустим, вы что-то начинаете, успех вам обеспечен. Если вы ждете чего-то в ближайшем будущем, вот то, что важно для вас. Опять же, успех тут будет. Это все, что касается работы, все, что касается деятельности. Но и также здесь могут быть неожиданности от судьбы, да, то есть то, что даже, на что вы даже и не рассчитывали, и не надеялись, это могут быть и люди, и обстоятельства, да, которые вот внезапно появляются в жизни, и вот благодаря этому решаются ваши проблемы. Для тех, у кого свое дело, семерка трефовая, но здесь очень много возможностей наладить какой-то процесс труда, производственный процесс, наладить, допустим, там, сбыт каких-то услуг, товаров и так далее, наладить работу в коллективе. Знаете, вот когда вот большое количество, объем работы, большое количество людей, клиентов, и вот в этом во всем нужно будет разбираться, все возможности для этого будут. Кроме того, смотрите, это у нас как бы кризис был, разрушительное время, да, когда были какие-то потери, и мы, может быть, даже уже разочаровались и отчаялись, но вот дается шанс на то, чтобы все решить. То есть обращайте внимание на то, что жизнь вам предлагает, какие-то новые идеи, предложения, вот они как раз позволят вам из кризиса выйти.
Даже если вы уже там устали, раздражены и так далее, вот нужно это все отбросить и нацелиться на что-то новое. Для финансов выпадает у нас колесница, старший аркан. Это замечательно. Здесь у нас такой прорыв, выход из кризиса, выход на новый уровень в зарплате, в деньгах, решение каких-то важных финансовых дел, заключение сделок, если у вас они есть, да, если они вам нужны. Плюс, знаете, эта карта все-таки связанная с партнерством, да, может быть, не у вас деньги появляются, а у вашего партнера, допустим, по браку, через семью приходят деньги. Либо карта призывает к сотрудничеству для того, чтобы хорошо зарабатывать. Посмотрим, что ждет тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что у вас есть возможность решить какие-то финансовые вопросы с помощью других людей. Чем больше людей вы задействовали, тем больше будет денег. Если у вас особенно сдельная какая-то оплата, да, которая зависит от количества клиентов, то вот как раз у вас здесь может быть очень даже хорошая прибыль. Хорошие деньги можете получить, может быть, из нескольких источников сразу, да, и в общей сумме получается неплохо для тех, кто своим делом занят. Здесь выпадает восьмерка трефовая. Скорее всего, те планы, которые у вас были, они должны быть изменены. Да? Вы должны как-то поменять свою тактику, поменять те привычные действия, с помощью которых вы зарабатывали раньше. Нужно по-новому что-то здесь делать, по-новому. Может быть, более высокие цели ставить, может быть, распространять свое влияние на другие территории, да, через интернет работать, если еще не работали. Кроме того, здесь у нас еще... Если даже вам отказывают, это не значит, что не получится. Либо там еще разочек нужно будет попробовать предложение какое-то внести свое, да, или, может быть, просто искать других людей для воплощения своих целей, но от целей от своих отказываться не нужно. Если даже не сегодня, то в ближайшее время вы все это решите, если не будете отказываться от своих планов. По итогу дня выпадает император. Карта говорит о том, что вы будете вот в конце дня чувствовать, что сделали все, что для вас важно, да, что вот как-то все в жизни становится на свои места, раскладывается по своим полочкам, вы чувствуете, что вы владеете ситуацией, вы можете реализовать какие-то свои идеи, свои способности, да, организовать правильно там бизнес, рабочий процесс, может быть, даже у кого-то появится шанс занять более высокую должность. В общем, карта такой стабильности. Знаете, когда мы вот что-то сделали в своей жизни и этому благодарны себе. То есть мы за все беремся, мы за все отвечаем, не боимся ответственности, да. Мы стараемся, чтобы у нас был порядок в жизни, безопасность и в деньгах, и в семье. То есть вот такое именно будет состояние в конце дня. Вот всем желаю, чтобы день прошел как можно лучше. Удачи и до новых встреч!